Абхазское телевидение продолжает прямые эфиры, теледебаты между кандидатами в депутаты парламента Абхазии. Последовательность и день выхода в эфир определила Центральная избирательная комиссия методом жеребьевки. И сегодня у нас в студии кандидат в депутаты от 10-го Пицунского округа Дауд Витальевич Хутаба. Здравствуйте, Дауд Витальевич. Здравствуйте. Как мы видим, оппонентов у вас в вашем округе нет. Но и тем не менее вы пришли к нам в студию, что для ваших избирателей, и рискну предположить, очень важно. Надеюсь. Но перед тем, как мы перейдем к дебатам, хочу напомнить нашим телезрителям, что у них есть возможность принять активное участие. Любой желающий может прислать свой вопрос любому из кандидатов. Адрес электронной почты сейчас появится у вас на экранах. И также за прямым эфиром можно следить на всех социальных платформах, на официальных страницах абхазского телевидения. Перед тем, как приступим к основной части дебатов, хочу ознакомить вас с установленными правилами. Прямой эфир разделен на 3 блока. Приветствие. В приветственной части нашим телезрителям, вашим избирателям будет предоставлена возможность ознакомиться с вашей биографией, а также вам будет предоставлено приветственное слово, в котором вы сможете рассказать о своей программе, о себе, о партии, почему решили выставить кандидатуру и высказаться по любым актуальным вопросам. На это вам будет предоставлено 2 минуты. Основная часть. В основной части вы вытащите из вот этого ящика несколько вопросов. В этом ящике вопросы подготовлены для кандидатов в депутаты. Все вопросы, которые находятся в этом ящике, прошли тщательную проверку Центральной избирательной комиссии. На это вам будет предоставлено 6 минут. Также в основной части кандидаты должны принять активное участие и задать друг другу вопросы. Но так как у вас нет оппонентов, предлагаю вам ответить на еще один вопрос из этого ящика. На это вам будет предоставлено 4 минуты. Затем будет вопрос от телезрителей. На ответ вам будет предоставлено 2 минуты. Заключительная часть. В этой части вы сможете обратиться к своим избирателям, и вам будет предоставлена 1 минута. Ну что, мы начинаем? Сейчас я зачитаю вашу биографию. Хутаба Дауд Витальевич родился 16 ноября в 1982 году в городе Гагра. Выпускник Пицунской средней школы. С 1999 по 2004 годы учился в Абхазском государственном университете, юридический факультет, специальность юриспруденции. С 2004 года является аспирантом юридического факультета Казанского государственного университета по специальности международное европейское право. В 2010 году защитил кандидатскую диссертацию на тему взаимодействия и реализации международно-правовых принципов равноправия и самоопределения народов и территориальной целостности государства. С 2011 года по настоящее время является преподавателем Абхазского государственного университета. С 2012 по 2013 годы проходил военную службу в рядах пограничных войск Службы государственной безопасности Республики Абхазия. С 2013 года по настоящее время работает юристом в Народном собрании парламенте Республики Абхазия. Женат, отец 2 детей. Сейчас на экранах появится таймер. У вас будет возможность вкратце рассказать о программе. У вас на это 2 минуты. Начинаем. Мзирашимаз атырыз котель хопшча. Ишиш дырвейп шпицундатби алхрат тыпакмыт кандидат хасаблы их гыло сымыцырысау. Убрезыхын нехайш сархазалам жух минут мацару пихаму хайлачевразыхын. Яробас гиж дырует харам пицунда хахинхо хартапсуа и хацинхойт патой куцарала игерта милат корхатарнакча. Сшухадара загубган сишун торц нахаубрезыхын штаисхун насурысшула сажил гилистахан. Уважаемые избиратели, баллотируясь в парламент, я для себя выбираю 2 направления основной деятельности, которой я собираюсь заниматься. Прежде всего, это законотворчество, и второе направление – это работа со своими избирателями во благо их и во благо нашего избирательного округа. Давайте я начну, собственно, с законотворчества. Не несколько даже, а около 1,5 лет назад я вошел в комиссию по конституционной реформе, и за это время мы подготовили проект, который был предоставлен президенту. В этом проекте мы подготовили ряд изменений, которые планируются
вносить в Конституцию. Я не буду детализировать сейчас, что именно, просто скажу, что они касаются прежде всего таких вопросов, как взаимоотношения президента и парламента, это состав парламента также, это взаимоотношения президента и кабинета министров, взаимоотношения парламента и кабинета министров. Все эти вопросы президентом были одобрены. И сейчас, если я попаду в парламент, естественно, собираюсь заниматься этим. Я боюсь, что у нас время заканчивается, да, я вижу, что сигнал прозвучал. Поэтому, что касается работы во благо непосредственно избирательного округа и моих избирателей, я надеюсь, мы сможем уже встретиться на местах, я вам более подробно об этом расскажу. Ну или в рамках этой передачи, если предоставится возможность. Спасибо большое. Ваше время вышло. Спасибо большое. Сейчас я вам предлагаю вот отсюда вытащить буквально пару вопросов. Хочу вам разъяснить, что на все у вас 6 минут. Если вы успеете ответить на первый, то и у вас останется еще свободное время, то вы можете ответить на второй. Должен сказать, очень не люблю отвечать сразу. Вообще как-то хочется сначала подумать, но что поделать. Актуальный вопрос. У того, что я один, есть свои издержки. Я вам зачитаю сразу оба вопроса. Вопрос сохранения абхазского языка. Какие условия необходимо создать для сохранения родного языка? Сельское хозяйство. Какие отрасли необходимо развить и какие программы для этого необходимы? На эти два вопроса у вас 6 минут. Таймер будет сейчас включен. Можно я сразу тогда вот по поводу сельского хозяйства? Понимаете? Вы можете выбрать, как только вы начнете говорить, таймер будет включен. А пока я могу обсудить с вами просто вопрос? Вопроса нет, все, вы должны Всё, отвечать, ну ладно, да, хорошо, по очереди. тогда. Либо Тогда на один, либо на второй, это по Хорошо, вашему я понял. Ладно, желанию. начнем тогда, собственно, насчет абхазского языка. По-русски, по-абхазски как-то... Как вам удобно, Шифтаху? Давайте тогда я по-русски, ну, мне будет проще все равно, хоть я абхазскими владею, но все равно как-то больше, мне будет проще донести информацию на русском языке. Вот смотрите, я закончил Пицунскую абхазскую среднюю школу. В принципе, всегда неплохо владел абхазским языком. Давайте все-таки на абхазском, потому что, ну, мало ли вдруг кто-то не поверит, да. Пицун да туяп собджарат школ салгейт. Сыздоровнас хубарыла зиг салгейт сайсыз хомаха. Счажут, суйвейт, и лыскауэйт, а уюс ясужат вы хымпада сейлыкарт кастот яргиды и лыскауэйт. Пицун да туяп школ цара нысут хамтыза, убрямтыза. Апсо бызшей литературы программа Сихамаз у басарстахуб яра и Марьян яха. Абжайгва сара сухчука макяна школа химцадзастаха сахшепа абрaqwa школа царайцот абжайгва ишқва аныскалан сапхат асалагай. Иселым кайт абжа. Сыздором баси қалаза раухаб ари хра нухчкоз программа Сихамаз ушчак программу. Ахучы и царшта хызар апсо бызша и Марьязару. И Марьям хрицадзом. Сара ужишиз бала наса отцайчроп сгуана гарала наса арт ехепеш хукатыздао. Отцайчрзухан и qarзазшис гуебот. Хучики Марьяту, ир Марьяту. Тешакала сара уиз сбом. Насге штагурсшлаге жакаксход. Если помните, год назад, кажется, да, у министра просвещения была идея, согласно которой все этнические абхазы должны были поступать, учиться именно в абхазскую школу. Тогда это вызвало бурю негодования. Я в целом, конечно, согласен, что непосредственно к праву этот закон не имел никакого отношения, мы не можем никого заставлять. Но абхазы сами для себя должны решить. Абхазские дети должны учиться в абхазских школах. Это так было, когда я учился в школе. У нас в классе, например, на тот момент, может быть, один человек не владел абхазским языком. Сегодня совершенно по-другому все. Абхазские дети в русских школах учились, но это было редкостью. Мы тогда смотрели на это с удивлением. Сегодня это повсеместное явление. Но мне кажется, надо как-то с этим бороться, и начинать надо именно со школы. Знаете, у меня дети... Я дочку я чуть-чуть пропустил, конечно, с сыном я пытаюсь больше на абхазском разговаривать, но дочку я отправил, она еще в школу не ходит, но она изучает абхазский язык дополнительно, уже с учителем. Я надеюсь, что дальше смогу как-то уже перебороть это, то, что сегодня она абсолютно русскоязычная, и на абхазские вопросы она отвечает только «ай», и все.
У вас еще 3 минуты, и вы можете ответить на другой вопрос. Да, другой вопрос я вам, знаете, как скажу. Будем считать, что это тоже ответ на мой вопрос. Понимаете, вот как работает парламент? Вот есть ряд комитетов, там, да, то есть каждый кандидат в депутаты, который смог стать депутатом, он попадает туда и выбирает всегда только 2 комитета для того, чтобы работать в них. Понимаете, я не имею отношения к сельскому хозяйству. Это не тема, в которой я разбираюсь. Поэтому сегодня говорить о том, что нужно делать в сельском хозяйстве, знаете, это будет, знаете, это все-таки у нас не тест по обществознанию. Да, хотелось бы более конкретно, поэтому есть Предлагаю, специалисты. пока есть у вас еще время, вот Да, 2,5 давайте тогда минуты, сделаем давайте так. Просто да, вытаскивайте вопрос, если мы мы хотим, чтобы продолжим. предметно я говорил, я бы хотел, чтобы была другая тема. Так. Ого, Зачитывайте. это опасный вопрос для меня. Как вы относитесь к вопросу декларирования доходов чиновника? Какие методы можете предложить борьбы с коррупцией? У вас 2 минуты. Хорошо, я постараюсь 19 очень секунд. быстро. Несколько месяцев назад я давал интервью абхазскому телевидению как раз в качестве юриста парламента и говорил о том, что для меня закон о декларировании, я не то чтобы против него, просто у меня есть серьезные сомнения того, как он будет работать. Есть 3, вот как я это вижу, да, 3 возможности для того, чтобы этот закон как-то в итоге применялся. Либо он не будет работать, либо он будет работать, либо он будет работать не так, как задумано. То есть, что я имею в виду? Если будет работать, это прекрасно. Если не будет работать, это понятно, что это не имеет смысла. И третий вариант, что он будет работать. Я боюсь, что эти власти, следующие власти, неважно, рано или поздно, просто возьмутся за то, что будут устранять с помощью этого закона неудобных чиновников. Вот мне кажется, что как бы ни пошли наши власти, не имеет значения эти следующие еще через какие-то, а именно по этому пути. А так, конечно, закон о декларировании, в итоге он нужен. Но надо очень осторожно подходить к нему. В принципе, все. У вас еще минута. О, тогда я еще могу отвечать. Давайте. Давайте, может, еще что-нибудь интересное будет. Можете зачитать. Да. Ого, вопрос о статусе жителей Гальского района. Минута 12 секунд. Все, я тогда буду коротко просто. Вид на жительство. Да, вот я считаю только так. Есть закон у нас, в соответствии с которым и жители Гальского района также могут получить право на гражданство, то есть получить гражданство. В соответствии с этим законом они, если будут действовать, они его получат. Если нет, есть вид на жительство. Это не касается, единственное, надо понимать, я не за сегрегацию, не за что-то. Я всецело за то, чтобы мы их приобщали к нам. Я всецело за то, чтобы они чувствовали себя в Сухуми, в Гагре, в Пицунде, везде, так же, как в своей стране. Но гражданство абхазское они должны получить только после того, как откажутся от грузинского гражданства, да, и при соблюдении всех остальных требований. У вас еще 30 секунд, если есть что добавить. Не знаю, как бы, по этой теме Мы все. можем Давайте я просто лучше воду выпью. Продолжить, так как по регламенту сейчас вы должны были бы своим оппонентам задавать вопросы, так как некому, предлагаю также из урны Еще? вытащить пару вопросов, но на это у вас уже Еще парочку. 4 минуты. Ага. Так, я могу взглянуть? Пожалуйста. Вопрос Все вопросы демографии проверены. и добыча нефти. О, давайте по нефти, это очень любимая мной тема. Как только вы начнете, таймер будет включен. Все, начинаю? Хорошо, давайте по нефти прежде всего. Я в любом случае априори против добычи нефти на море, то есть на шельфе. Почему я так считаю? Я в свое время старался много изучать эту тему. Понимаете как? Мы берем, вот Пицунды, особенно жители Пицунды должны это понимать, мы берем только тем, что у нас прекрасное чистое море. Мы все знаем, что у нас нет сервиса, что у нас коммунальные службы не работают так, как нам хотелось бы. Поэтому только чистота моря и вообще природа. То есть, если добывать нефть, вот из того, что я читал, я лично пришел к такому выводу, на шельфе у нас, то есть даже без аварий, то есть есть определенная норма нефти, которая уходит в море, то есть это считается нормой. То есть здесь нет никакого такого, да, никакой трагедии не происходит, да, как там в Мексиканском заливе. Да, но эта нефть, если она попадает в море, она вредит флоре, фауне. И, в принципе, я думаю, всем нашим отдыхающим будет не очень приятно, когда они будут садиться где-то там на мазут, где-то еще на что-то. То есть мы теряем единственное наше преимущество.
Так, это что касается добычи нефти на море. Теперь, что касается добычи Вопрос нефти на демографии. суше. Нет, я еще про сушу хочу сказать. Здесь я не против. Но владеть, то есть осуществлять добычу нефти либо должно только государство, либо государство должно иметь очень серьезный процент, да, в этой добыче. По-другому я не согласен, я не понимаю, зачем это нужно. В принципе, все. Следующий вопрос. Вопрос демографии. Ваше видение демографической политики. Знаете как? Для меня демография, она состоит из таких нескольких моментов, скажем так. Первое – это здоровье. Второе – это рождаемость. Третье – смертность. Ну и четвертое, в нашем случае это особенно важно, это возвращение наших братьев на родину. Вот, во всех этих направлениях надо двигаться. Здоровье, например, да, ну пора уже взяться, особенно за молодежь, и что касается наркотиков, что касается пьянства, что касается смертей на дорогах. За все это пора браться очень серьезно. Мне кажется, многое нужно сделать. Я вообще, знаете, вот насчет наркотиков, если я за то, чтобы в старших классах школы и в университете уже шло более-менее постоянное тестирование детей на употребление наркотиков. Не потому, что там, не для того, чтобы выгонять тех, кто употребляет, а для того, чтобы держать их как-то в тонусе. В школе, например, если бы кто-то говорил, что будут проверять да, вот детей на, ну, естественно, старшие классы. И, ну, судя по нашим условиям, наверное, только ребята, хотя всякое бывает. Если бы мы знали бы, что нас будут там, я не знаю, раз, 2-3 месяца периодически тестировать, мы должны будем приносить справки, как вот я приносил сейчас, например, в ЦИК. То есть этот возраст, да, он такой, что люди боятся родителей, люди боятся того, чтобы кто-то узнает, просто не будут пробовать наркотики. Это нужно сделать и в школе, и в университете, я считаю. Вот, думаю, вот такое мое мнение. Ну, что касается... Все, да? У вас 30 секунд. Так, что касается репатриации, надо все делать больше и больше, звать, обязательно звать. Вот вчера, например, там у нас в парламенте же как раз было принято решение о том, что будут оплачивать даже тем, кто уже вышел из статуса репатрианта, ну там, поскольку определенное количество лет считается, будут оплачивать им проживание, съем, аренду квартир. Ну, я считаю, вообще это правильное решение, но, конечно, значит, они не социализировались. Значит, надо помогать им и социализироваться тоже. Если через 5-10 лет жизни в Абхазии они все еще не могут сами снимать себе жилье. Все, ваше время вышло на этот вопрос. Сейчас буквально несколько дней у нас работает электронная почта, куда поступают вопросы от избирателей, от жителей. Вот вам пришел вопрос. Пишет Дауд Арсалия. Здравствуйте, мой вопрос. Какие законы должны принять новый созыв парламента, чтобы улучшить жизнь жителей Абхазии? На это у вас 2 минуты. Ну, вопрос такой немножко общего характера, мне сложно будет на него вот так прямо ответить. Ну вот хорошо, вот сейчас вот этот проект изменений в Конституцию, который наша комиссия предлагала, понимаете, я считаю, что да, это изменит, в итоге это изменит жизнь к лучшему. Ну, там просто, да, некоторые такие предложения есть, например, то есть... Министры уже для того, чтобы президент может их назначать, но они должны пройти уже одобрение парламента. Если парламент против, то есть министр, как это? Министр приходит в парламент, он предлагает свою программу. То есть обязательно нужна его программа того, как он собирается реформировать ту отрасль, которую он будет возглавлять. Если он не предоставил программу или его программа не устроила депутатов, они голосуют против него. Президент, правда, может еще раз его назначить, и там как бы... может уже назначить, по итогу он может назначить даже без их согласия, но через 6 месяцев обязательно уже министр снова должен ответить перед парламентом за то, что он делает. И там уже парламент принимает окончательное решение. Если они считают, что он не справился, значит, с ним прощаются. На мой взгляд, это очень правильное решение, потому что если мы хотим, чтобы да, законы, которые принимаются,
даже не законы, чтобы министры работали во благо, собственно, да, жителей Абхазии, каждый в своей отрасли. Нужно, чтобы они опасались не только воли президента, его решения, да, но они также опасались и гнева народа, а все-таки парламент, да, это избирательный и представительный орган от народа. То есть, да, ну в том числе и это тоже. У вас еще 20 секунд, если есть что добавить. Ну, много раз. Главное, законы должны быть, знаете, такие честные. Должны быть честные, понятные, и они должны соблюдаться для всех. Я не хочу сказать, что у нас там плохое законодательство, у нас много законов, которые работают неверно. Да, будет работать для всех, будет работать одинаково, тогда и у народа пока появится чувство защищенности, чувство социальной справедливости, и жить станет легче. Ну, я так полагаю. Все, спасибо большое. Мы подошли к заключительной части. У вас сейчас есть возможность обратиться к своим избирателям. На это вам выделена 1 минута. Да, уважаемые избиратели, я вот что хочу сказать. Вы все знаете, какая сейчас эпидемиологическая обстановка в Абхазии. И не только в Абхазии, вообще во всем мире. Ну, сейчас мы об этом говорим. Я хочу обратиться к избирателям моего округа. Мы на днях, ну, в нашем предвыборном штабе сидели, обсуждали, как нам поступить. Мы решили отказаться от того, чтобы использовать выносную урну на этот раз, потому что выносная урна используется прежде всего тогда, для того, чтобы получить голос избирателей, которые, то есть нездоровы, да. Это самая большая группа для риска, поэтому мы решили отказаться. Тогда у нас остается вопрос явки. Я очень прошу, все, кто может, придите 12 марта, проголосуйте. При этом я вас очень прошу, если есть возможность, не забудьте одеть маски, не забудьте взять с собой свои ручки, для того, чтобы вы этот выбор сделали и потом не пожалели о том, что вышли из дома. Большое спасибо всем. Спасибо вам большое, что вы сегодня пришли к нам в студию. Желаю вам легких и продуктивных выборов. Большое Пусть кампания спасибо. пройдет в легкую. Спасибо. На этом, дорогие телезрители, предоставленное время кандидату от 10-го Пицунского округа подошло к концу. Я с вами прощаюсь, но вы не переключайтесь. Буквально через несколько минут в этой студии встретятся кандидаты в депутаты от 20-го округа Ацинский.